Главная героиня проекта Good Choice «Перезагрузка» борется со своими комплексами, становится увереннее в себе. За ее изменениями наблюдают как эксперты, так и вы, наши дорогие телезрители. И ваша поддержка, Ане, необходима. А мы запускаем вторую серию проекта Good Choice «Перезагрузка». Поехали! Наши партнеры салон «Верона» сделали героине удивительный подарок – День красоты. И этот день она посвятила себе, доверив заботу о своей внешности настоящим профессионалам. Всем привет! Как прошли ваши праздники? Я сегодня утром на весах увидела минус 1 килограмм, за что говорю себе, что я огромная молодец. А сегодня я иду в салон «Верона». Вот он позади меня. А если вы помните, это мое вознаграждение за скинутые 7 килограмм за первые 3 недели. Здравствуйте, Анна! Мы внимательно следили за вашими результатами в проекте Good Choice «Перезагрузка», и наш салон красоты «Верона» дарит вам спектр наших услуг. Ногтевой сервис, педикюр, спа-процедуры, массаж, косметологические услуги, парикмахерские услуги. Спасибо огромное, это безумно приятно. Анна, вы можете проходить. Спасибо. Мне безумно понравилось. Укладка, и самое важное, что мне мастеру не пришлось объяснять, что мне нужен дополнительный объем. Есть такие секретики у девушек, это очень приятно. А сегодняшний день был безумно насыщенный и волшебный. Это очень важно, уделять себе внимание, и это нужно каждой женщине, и мне это было очень необходимо. Анна, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня мы будем готовить два блюда. Это пирог и рыба. Начнем мы с пирога. Для этого нам понадобится всего лишь 6 ингредиентов. Это апельсины, мед, миндальная мука, кукурузная мука желтая, яйца и оливковое масло. Ну что, начнем? Да, давай. Анна, я тебя попрошу подготовить апельсины, потому что это Да. будет один из основных ингредиентов нашего сегодняшнего пирога. Нам понадобится цедра от 2 апельсинов. А тем временем я подготовлю жидкие ингредиенты. Это у нас оливковое масло. Когда я пеку торты, в частности бисквитные, я всегда натираю цедру или лимона, или апельсина. Это волшебный аромат по всей Да, квартире. очень ароматно получается и освежающе очень. Нам понадобится 200 миллилитров масла оливкового. Хочу обратить внимание, что мы заменяем, обычно всегда в пирогах используют сливочное масло, что делает пирог очень калорийным. Мы заменяем сливочное масло на оливковое масло и добавляем 150 граммов меда. Смешиваем немножко лопаточкой и потом 2 минуты будем взбивать миксером наши жидкие ингредиенты. Анна, я хотела спросить у тебя, часто ли ты дома готовишь пироги или торты очень для часто. своих мужчин любимых? Очень часто готовлю Что торты. ты обычно готовишь? Медовый – это любимый торт моей семьи. Шарлотки, это что попроще, но они всегда у меня есть Сама дома. кушаешь? Уже нет. Уже нет. Но это мое любимое занятие. Да, очень хорошо. Наша смесь мед с маслом готовы. Теперь нам понадобится 3 яйца и сок от 2 апельсинов. Я пока разобью яйца. Я выжму сок. Просто руками мне выжимать, да? Просто руками выжимаешь.
Аэлита, смесь готова, осталось добавить сухие ингредиенты. Расскажите, пожалуйста. Аня. У нас сегодня миндальная мука и кукурузная мука желтого цвета. Смесь готова. Мы ее перекладываем в нашу форму. Хочется съесть. Ну что? Мы ничего не добавляем для того, чтобы оно немного поднялось, да? Нет, мы ничего не добавляем. Удивительно. Он сам, мука, она набухнет, и за счет этого пирог будет такой мягкий, но в то же время плотный. То есть он не будет воздушным, как Да. бисквит. Что ж, отправляем наш пирог в духовку на 30 минут при 180 градусах. Ну что, с чего начнем? Будем делать рыбные котлеты. Для этого нам понадобится филе семги, кинза и имбирь. Это то, из чего будут состоять наши котлеты. Тебя я попрошу нашинковать красную капусту. Скажи, пожалуйста, дома вы часто кушаете рыбу в семье? Да. Ты часто готовишь? Да, я часто готовлю рыбу, она никогда не была ПП. Чаще всего, ну, для ребенка это уха, рыба Очень в собственном полезно. соку, с овощами. Мне больше нравится жареная. Уже я ее не ем, но ели мы чаще жареную рыбу. И даже супруга приучила, потому что он совсем не ел рыбу. А мне вот интересно, я дома к котлетам всегда добавляю яйца. Почему мы Сегодня сейчас нам это не не делаем? нужно будет. Яйца обычно используются как связующее звено, Ага. чтобы масса такая Да. была, да? Так как рыба жирная сама по себе, то нам дополнительно ничего добавлять не надо будет. То есть наши котлеты Но она будут- не будет разваливаться, да? Нет, она не будет Ага. разваливаться за счет того жира, который находится в рыбе. Вот так вот мелко мы нарезаем рыбу кубиками произвольно. Анна, сейчас я тебе покажу, как можно всего из 3 ингредиентов сделать вкусные полезные лепешки. Для этого нам понадобится цельнозерновая мука, 3 столовые ложки. А можно есть хлеб на здоровом питании? Да, можно, если использовать цельнозерновую муку. Конечно, это сложные углеводы, которые обязательно должны быть в рационе, должны составлять основную его часть. Я еще хотела спросить, в какое время суток лучше есть хлеб? Если я правильно понимаю, то это первая половина дня. Все верно. В первой половине дня можно на обед себе позволить, либо на завтрак. Вот какая красота у нас сегодня получилась. Очень быстро, вкусно и, главное, полезно. Пробуем. Пробуем. Аэлита, это безумно вкусно. Да, по-моему, тоже Спасибо получилось за очень рецепт. здорово. Надеюсь, ты будешь готовить дома. Я своим попробую мужчинам. обязательно. Готовьте по нашим рецептам, следите за нашим проектом Good Choice Перезагрузка. До новых встреч!
На данном этапе для Анны важно не резкое похудение и сильный стресс, а плавно, без вреда для здоровья, приведение тела в красивую форму. Поэтому она сегодня впервые отправляется в тренажерный зал. Рада приветствовать тебя в фитнес-центре «Лотос». Мы начинаем с тобой тренировки. Меня зовут Лена, я твой тренер. Бояться, волноваться не надо. Мы начинаем наши с тобой тренировки с традиционных замеров. Мне сейчас нужны твои показатели. Теперь, Анна, встаем на весы. Ровно вот на вот эти Ровно, штуки, да? На датчики. Датчики сейчас с ног начинают считывать информацию о твоем организме. Теперь давай похватим руками, также, чтобы датчики списывали информацию. Сейчас идет считывание информации. Параллельно мы вводим Анины данные. То есть сейчас возраст. 33 года у нас, Да. девочки. Также я ввожу данные о том, что Аня сейчас у нас пока ведет малоподвижный образ жизни. Ввожу 162. Это у нас рост. И все, идет окончательное считывание информации. И сейчас мы озвучим вам данные. Все, Анечка, можешь спускаться. да? Угу. Итак, Анечка, результаты диагностики очень неутешительные, но я предлагаю тебе не расстраиваться. Это для нас будет только поводом для того, чтобы очень-очень активно работать. Твой метаболический возраст, то есть это возраст, который определяет твой уровень обмена веществ, да, 48 лет. То есть наша с тобой задача довести твой метаболический возраст, то есть уровень обмена веществ до твоего биологического 33 года, а как максимум до возраста менее твоего биологического. К этому мы будем стремиться. Сам процент жира 48,3. Это тоже очень много, крайне много. Надо уменьшать минимум в 2 раза. Это данный показатель. Вот такие вот результаты. Ну, мы будем работать и совершенствовать тебя. Спасибо. Я постараюсь. Пройдем сейчас тогда с тобой на тренировку, да? Начнем с разминки. Итак, Анечка, у нас сегодня с тобой было первое кардио, разминка, 7 минут ты прошла на дорожке. Ты прошла всего 376 метров, сожгла 31 калорию, это только начало. Дальше у нас и расстояние, и время, и сопротивление будет увеличиваться, и ты, естественно, будешь интенсивно худеть на фоне кардио. Как самочувствие? Неплохо, но я пока не могу привыкнуть с дыханием, чтобы ходить, правильно дышать, но я думаю, что привыкну быстро. Итак, продолжим нашу с тобой тренировку. Да, давай. Следи за дыханием и за коленом, чтобы ты коленный свой сустав не травмировал. Давай. Молодец. Раз. Как тебе первая тренировка? Я очень устала. Очень? Я бы еще чуть-чуть и не выдержала бы. Серьезно, ты готовься к тому, что это только начало, дальше будет только сложнее, мышцы поболят, нужно привыкать как минимум 3 недели. Ну, это начало нашего большого пути к похудению, стройной, красивой фигуре. Спасибо большое. До встречи. Анна, мы были рады познакомиться с вами. Для нас очень важно участие в таком прекрасном проекте, как перезагрузка компании Good Choice, и желаем вам не терять ваш дальнейший боевой настрой. Удачи! Спасибо большое. Если раньше Анна терзала себя из-за лишнего веса и почти все свое время проводила дома, то сегодняшний день она решила посвятить прогулке с сыном. Это мой сын Георгий, а ему 6 лет, мы уже пошли в 1 класс. Наверное, для каждой мамы это самое большое счастье, когда появляется в доме ребенок.
Признаюсь честно, с появлением Георгия я забыла, что такое депрессия, просто на нее нет времени. Мы с ним очень ладим, и я ловлю себя на мысли, что мне не нужно его за что-то ругать. Когда я ему показываю на своем примере что-то, он больше меня слушается. И этот совет мне когда-то дал его крестный моего ребенка, сказал обязательно, никогда старайся его не ругать, а старайся показывать на своем примере, как правильно. И у меня это получается, мы очень хорошо с ним общаемся. Конечно, он любит баловаться, но... Хитрить я люблю. Хитрить, баловаться. Но детям все свойственно, и мы им должны это прощать. Это маленькие шалости, которые мы сами делали в детстве. Конечно, было несколько факторов. Первое, это когда я услышала все свои диагнозы, я уже твердо была убеждена, что точно я пойду на этот проект. Это было бы счастьем. Тогда же я еще не знала, пройду я кастинг или нет, но очень, конечно, хотела, волновалась. А вторая причина – это то, что мы очень хотим второго ребенка. И еще, когда я не знала о диагнозе своем, о том, что у меня там шаг до сахарного диабета и инсулина, и все свои проблемы, я просто понимала, что в таком весе беременеть нежелательно. Я понимаю, какие проблемы могут быть, и я понимаю, какие проблемы могут быть у ребенка. Очень сильно хочу похудеть в первую очередь, потому что у меня есть такая мечта – второй ребенок. И Георгий очень мечтает о брате или о сестре. И то я мечтаю. Да, и о брате, и о сестре. Он очень заботливо относится к другим детям, к двоюродным своим братьям, сестрам. Он трепетно и трогательно помогает их кормить, одевать. Ему все это очень нравится. Я вижу, что он готов больше, чем мы. Хочу, чтобы мама похудела, потому что хочу братика и сестричку. Всем привет! Сегодня у нас день съемок, только теперь я не одна, а с девочками, с которыми ходила на кастинг. С ними я вас уже знакомила. Фата сейчас дает интервью. Карина и Тома сидят в ожидании. Обожаю эти встречи. Они бывают не часто, но чаще мы общаемся в группе WhatsApp, где мы друг друга стараемся поддерживать. Good Choice перезагрузка стал хорошим примером для меня лично. Я стала на жизнь смотреть по-другому в целом. Поменялось питание, я немножко стала заниматься спортом, утренняя ходьба очень сильно помогает, и при этом питание поменялось. Я сама начала контролировать, при том, что наш диетолог Аэлита очень сильно помогает корректировать питание. Я после кастинга, который состоялся у нас, конечно, изменила свою жизнь просто в наилучшую сторону, потому что я пересмотрела просто свой образ жизни. Если раньше мне неохота было дойти до магазина, сейчас я хожу по 5-6 километров. Каждый день эта ходьба у нас обязательно, и ноги сами уже идут. Помимо всего положительного, что связано с моей жизнью, еще, конечно же, я познакомилась с очень крутыми девочками. Проект Good Choice дал мне такой старт к изменению всей моей жизни. Я пересмотрела полностью свои взгляды, свои приоритеты. Поменялось мое питание. Те 2 недели, которые нам подарил Good Choice, стали толчком. Не было мотивации абсолютно. Жили уже смирившись с тем, какие мы есть. То сейчас даже килограмм приносит большую радость, и мы верим в то, что мы изменимся. Лично я рада своим успехам, они значительные, и это дает мне силы и уверенности в том, что я все смогу. Девочки очень сильно помогают, заряжают на результат, и всегда хочется и соответствовать, догонять их в чем-то. За ежедневными изменениями Анны тщательно наблюдают эксперты. Насколько это заметно, у Анны много родинок, а они не всегда бывают простыми и безобидными. Именно поэтому она отправляется на осмотр в республиканскую больницу к онкологу головы и шеи. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Что вас привело к нам? Я хотела спросить по поводу родинок. Нужно ли их удалять? Можно ли с ними жить?
Они вот у меня на лице родинка, одна на шее. Если они не меняются, то никакого риска нет, и их можно оставлять. Абсолютно верно. Надо за ними смотреть за ростом, смотреть за консистенцией, за цветом. И если нет травмирующего фактора, то есть это одежда, это аксессуары различные, то есть если на шее там цепочка или что-то не травмирует, часто бывает на волосистой части головы, когда расческой могут травмировать. Если нету таких факторов, которые травмируют ее, то за ней можно просто наблюдать. Естественно, при этом обязательно обращать внимание на форму, на цвет и на размеры образования. А вот, скажем, она мне визуально не нравится. Без показания я могу от нее избавиться? Конечно. А каким путем, расскажите мне? Все образования удаляются хирургическим путем, только методика различается. То есть можно традиционным хирургическим путем, то есть скальпелем, или электроножом, радионожом, то есть нюансы именно такие. А так, как правило, это все происходит практически одинаково. Меня как девушку интересует, остаются ли шрамы после удаления родинок? Все зависит, конечно же, от локализации, то есть где находится, от самого образования и, конечно же, от компетентности доктора, который будет делать эту процедуру. Признаться честно, мне страшно их удалять. Визуально родинка, которая вот у меня на носу, она меня очень смущает, но я очень боюсь удалять ее. Это нормальная реакция, Анна. Вы должны понимать, что это нормальная реакция любого человека, но критерии выполнения, если нет никаких отклонений и нет никаких заболеваний, критерии для удаления являетесь и выбираете вы. То есть это, как правило, эстетически. Если эстетически у вас есть неудовлетворенность, если вас беспокоит, как она выглядит, то, конечно же, это уже является показанием для удаления. То есть показанием при нормах выставляете вы. А то это эстетическая хирургия. Я убедил вас? Я пока подумаю. Хочется еще сказать, что я слежу за вашим проектом. Хочу вам пожелать успехов, удачи и, безусловно, у вас все получится. У вас замечательная команда, замечательные доктора, и вы сами очень теплый, хороший человек. Все у вас получится. Всей души вам желаю успехов. Спасибо большое. Мы провели исследования тех образований, которые беспокоили нашу героиню. Однозначно можно сказать, что они абсолютно безопасны. Конечно, это предварительный диагноз. Мы готовы помочь с удалением этих образований, так как эстетически они беспокоят нашу героиню, но решение, безусловно, за ней. Для каждого из нас в этой жизни необходима поддержка близкого нам человека. Для Анны такой поддержкой является ее супруг. И нам было необходимо знать его мнение по поводу участия Анны в проекте. После родов, да, понятно, там, слегка набрала, потом постоянно дома находится, потом ногу сломала. В общем, вся эта история вот связана, я думаю, с постоянным нахождением дома, возле ребенка и так далее, да. Малоподвижный образ жизни, и всегда, как говорится, заедание это все дело пищи. Вот, а узнал я от нее же, да, показывала мне, что вот тут есть какой-то проект, типа, хочу поучаствовать, как ты смотришь на это. Сразу нет. Но потом решили, что ладно, да, пусть попробует, да, если получится, если пройдет, то посмотрим, что из этого выйдет всего. Вот, по прохождению, сколько уж там, месяц, да, чуть больше месяца, видны результаты такие хорошие, на которые, в принципе, я даже не рассчитывал, потому что, все-таки сомневался во всем этом. Сейчас, в принципе, да, уже, видно, как она старается, как она держится, как она ходит, там занимается и так далее, да, я думаю, что получится. Посмотрим, опять же, еще там сколько, 4 месяца или 5 месяцев, сколько им впереди. Все равно есть так немного, да, сомнений, что за это время, да, указанная цифра уйдет, надеюсь, что так и получится.
Моя съемочная группа берет интервью у моего мужа. Вон они там сидят и говорят. И я не знаю, как я его уговорила, но это случилось. Поддерживаю, потому что, сказали, вперед, иди, мы тебя всячески поддержим. Душевно мы с тобой, да. Внешне, да, визуальные изменения, не глобальные, но заметные, да. Стала сильнее, увереннее, да, знает, что хочет сделать, пытается добиться. И, в принципе, пока что получается, надеюсь, что и дальше так будет. Я, в принципе, даже на эфир не попал, мне позвонили, сказали, что там, ты где? Я говорю, я дома. Телевизор смотришь? Я говорю, нет. Как нет, там показывают. Я говорю, ладно, посмотрю. Посмотрел, да, молодцы. Что больше сказать? Вот и подошел к нам вплотную тот самый важный и волнительный день. И в скором времени мы узнаем, каков результат проделанной нами работы. Анна готова становиться на весы и на глазах всей страны пройти процедуру контрольного взвешивания. Анна, ты уже второй месяц находишься в проекте. Расскажи, что тебе далось сложнее всего в этом месяце. Сложнее всего был поход в фитнес-зал. Это силовые нагрузки, кардио. Для меня было очень трудно, потому что, может быть, еще из-за веса, и еще потому, что я очень долго не ходила в фитнес-зал. Но все это было не зря, потому что сегодня я примерила свое платье, в которое я не просто влезла, оно на меня уже большое. Это замечательный результат, Анна, я тебя поздравляю с этим. Ты умница. Перед тобой в этом месяце стояла задача похудеть на 6 килограмм. Это меньше, чем было в предыдущем месяце, но мы были вынуждены поставить именно такие рамки с учетом твоих анализов и результатов твоего обследования. Ну что, Анна, давай посмотрим на результат твоей работы за последние 3 недели. Анна, ну что ж, поздравляем тебя. Главное, смело идти к поставленной цели, и все желаемое непременно сбудется. Анна, я поздравляю тебя с этим результатом. Позади 7 недель сложной работы, но ты очень легко добивалась поставленных целей. Поэтому в следующем месяце мы поставили перед тобой более сложную задачу. Ты должна будешь похудеть на 9 килограмм за 4 недели. Справишься? 9 килограмм кажется такой небольшой цифрой, но учитывая, что у меня медленно уходит вес, это будет сложно. Но я справлюсь. Обязательно, у тебя все получится. Директор и основатель компании Good Choice Екатерина Яхина подготовила тебе подарок. Здесь декоративная косметика и косметика по уходу за собой. Все то, что необходимо женщине для ежедневного ухода. Это тебе, пользуйся на здоровье. Спасибо большое. До проекта я практически не красилась, поэтому мне еще нужно будет разобраться. Не переживай, стилисты и визажисты нашего проекта подскажут тебе, как пользоваться всем тем, что находится в этой корзине. Спасибо огромное. Вторая серия проекта Good Choice «Перезагрузка» подошла к концу. В течение этого месяца вокруг Анны происходили разные события, и вы наблюдали за самыми интересными. Следите за нашим проектом в YouTube и Instagram. А мы с вами не прощаемся, увидимся через месяц.